Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я Пономарев Михаил, экскурсовод исторического парка. Сегодня вам расскажу про Великую Отечественную войну. В прошлый раз мой коллега Михаил вам рассказал про предпосылки и основные причины Второй мировой войны. Уже с 1939 года Германия начинает свои захватнические действия, захватывает очень большое количество европейских территорий, очень большое количество государств. И уже к 1940 году начинает подготовку своего плана Барбаросса, молниеносной войны, нападения на Советский Союз. Но перед этим еще между Германией и Советским Союзом был подписан акт о ненападении, о мире и дружбе. Этот акт был подписан, так сказать, довольно в таких сложных ситуациях. Советский Союз оказался в те времена в такой довольно сложной политической ситуации. У нас была предпосылки войны в двух фронтах. Это война с Японией и война с Германией. Слава богу, обошлось без войны с Японией. И уже 22 июня 1941 года Германия начинает свою операцию Барбаросса, молниеносной войны. Нападает очень большим количеством войск на территории Советского Союза. Нападение шло уже, так сказать, почти по всей границе, по западной границе Советского Союза, начиная с юга, это группа армий Юг, по центру идет группа армий Центр, и северная территория, это северная часть, группа армий Север. И таким образом по всей западной границе начинается форсированная атака. Первые недели Великой Отечественной войны для Советского Союза были самыми страшными. Хорошо подготовленные немецкие войска продвигались вглубь страны. И сама операция Барбаросса подразумевала уже эффект неожиданности и молниеносность. Люфтваффе, хорошо подготовленная еще европейской компанией в захвате Франции, Испании, немецкая авиация еще в пограничных территориях в первые часы войны уничтожает большинство советской авиации. Только десятка советских самолетов поднимается в воздух и попытались дать отпор. И также очень хорошо подготовленная, моторизованная немецкая пехота продвигается активно вглубь страны и берет в окружение советские войска, так называемые котлы, в которых не хватало продовольствия, вооружения и также боеприпасов, медикаментов. И как раз нехватка всего этого вынуждала советских солдат попытки освободиться из этих котлов, которые уносили очень большое количество жизней. И примерно самым ярким показателем, таким ярким примером такого котла является Киевский котел, который унес жизнь сотни тысяч советских солдат. К тому времени группа армий Север, окружив Ржев, выдвигается к Ленинграду. Начинается знаменитая блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней. А группа армий Центр, захватив Смоленск, выходит уже в сторону Москвы. И как раз под Ржевом, благодаря активному сопротивлению советских войск, была остановлена. И появляется так называемый Ржевский выступ. И уже после этих событий все мирное население Москвы было перенаправлено, так скажем, в военное русло. Начинается военное время для Москвы. Все оставшиеся в Москве мирные жители активно помогают в строительстве оборонительных сооружений и помогают солдатам в сопротивлении немецких войск. И что происходило в тылу? В тылу остались женщины, дети и также старики. После 50 лет они заняли место мужчин, которые ушли в фронт, работали в заводах. Все делали для фронта, может быть, для затяжной войны. Если говорить как раз про мобилизацию, только с Якутии ушло на фронт примерно 65 тысяч человек. Если говорить со всей территории Советского Союза, это очень большое количество людей. У нас за весь период войны было мобилизовано около 34 миллионов человек. И также уже еще надо сказать про Восточный фронт. Стало ясно то, что Япония уже после операции
Китае не собирается нападать на территорию Советского Союза. И благодаря этому Советский Союз перекинул весь Восточный фронт, который готовился к войне с Японией, на Западный фронт. И все 15 дивизий, которые были мобилизованы с Востока, дали очень большой такой шанс откинуть немецкие войска с Москвы. И начинается уже сражение за Москву, которое продолжалось до февраля 1942 года. Довольно долгий период шла сражение под Москвой. И благодаря всем усилиям и обычных людей, солдат, руководства, очень таким хорошо принятым моментом, немецкие солдаты были откинуты дальше от Москвы, примерно на 300 километров дальше. К тому времени группа армий Юг, захватывая уже южные территории, выходит уже к Одессе, Крыму, и начинается уже сражение под Сталинградом. Что такое Сталинград? Это водная артерия Советского Союза, это выход в Кавказ. И также еще Сталинградский танковый завод, один из самых крупных опорных пунктов для Советского Союза. И также этот город активно пытались захватить немцы, чтобы строить уже танки на территории Советского Союза, которое бы изменило совершенно в другое направление ход войны. Слава богу, советские войска сумели отстоять этот город-герой. И также еще основной причиной, почему так этот город активно сопротивлялся, это город Сталинград сам. Это название города, это город, названный в честь руководителя страны Иосифа Виссарионовича. Таким образом, уже в одной из самых жестоких сражений за всю историю Второй мировой войны, в Сталинградской битве, Советский Союз смог откинуть немецкие войска еще западнее. И таким образом начинается уже коренной перелом. И на сегодня моя экскурсия завершается. Экскурсию проведет уже мой коллега Михаил. На этом все. Всего хорошего, до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки.